исполняющий обязанности вице-премьера правительства Беслан Будба провел совещание по итогам деятельности рабочей группы, проводившей мониторинг реализации проекта по закладке многолетних насаждений, осуществляемого за счет средств Российской Федерации в рамках комплексного плана социально-экономического развития Абхазии. В начале совещания его участникам были показаны видеоматериалы по теме. Затем свое заключение о том, что сделано рабочей группой, изложил Беслан Будба. Почти 2 месяца тому назад, когда я был назначен на эту должность, я получил звонок из Москвы. Россия выделила деньги для того, чтобы поддержать наше сельское хозяйство. И они, конечно, имеют право волноваться и знать, что происходит на наших полях. Они просили, чтобы я обратил особое внимание этой работе. В первый же день я поехал в институт растениеводства, руководителем которого является Айба Лёсик Янкович. У нас был очень хороший, приятный разговор. Он мне показал работу института, рассказал, над чем они работают и что они делают. Мы создали рабочую группу, мы создали распоряжение, подписал премьер-министр нашей страны, мы усилили, расширили эту комиссию, включили туда министерство, включили институт, и в этом экспертном сообществе были и есть на сегодняшний день, эта работа еще, на мой взгляд, не закончилась, известные агрономы нашей страны. Они начали свою работу, я должен сказать, что я им очень благодарен всем, кто работал в этой комиссии. Они сделали грандиозную работу. Они буквально за 2 недели объехали все поля и сделали определенные выводы. Но с первых же дней я начал получать тревожную информацию. Параллельно я изучал систему построения договоров по этой проблематике. Честно скажу, меня удивляет, как построена была сама система договоров. Институт, научное учреждение, которое должно заниматься своей прямой работой, почему-то вдруг становится генподрядчиком. А заказчиком становится Министерство сельского хозяйства. Читая договоры, удивляешься, как генподрядчик получает все дивиденды от этого проекта. Заказчик-то где? Почему заказчик остается в стороне? Заказчик заказывает генподрядчику, а в конце концов дивиденды получают все генподрядчик. На мой взгляд, не определены приоритеты культуры и экономические выгоды этого проекта. Очень много нареканий, почему именно эти сорта, почему виноград, почему. У меня никаких научных обоснований нет. У меня есть свое видение решения этой проблемы, почему наши люди, исполнители, это есть отдельный договор, должны оказаться в роли гастарбайтера. Почему наши люди, наши крестьяне должны приезжать на поля, на автобусах, на машинах собственных, работать на этих полях, получать заработную плату, просто как гастарбайтеры, а не как хозяева, и то по полгода ждать заработной платы. Мы же знаем с вами, что от формы собственности очень многое зависит. Мы же хотим этих крестьян сделать собственниками. А когда у человека есть собственность, он по-другому работает. Повторяю все, что мы говорили с первого дня. У нас никакой цели преследовать организацию, преследовать отдельного человека, влезать в его финансовую деятельность лично для меня
никакой цели нет. Для меня важно, чтобы получилось дело. Для меня было важно, когда эксперты сделали такое заключение, у нас был клич: давайте спасем поля, давайте спасем то, что возможно спасти. Давайте мы объединимся и будем выходить из этой ситуации. Хочу в 2 словах рассказать, как мы видели выход из этой ситуации. Мы хотели бы передать небольшие поля тем, кто обрабатывал, кто приложил свой труд, сделать его собственником, фермером. А там, где большие поля, 50 и с лишним гектаров, создать какую-то кооперацию, пускай это будет десятки семей, разделить эти гектары, и чтобы они своим трудом довели эти плантации до плодоношения. Была только эта задача. Мы для этой цели пригласили сюда всех исполнителей, все 56 участков нашей страны. И именно в этом же зале мы дискутировали, объясняли нашу позицию. Мы говорили о том, что мы хотим, чтобы они стали собственником этой земли, что мы хотим им передать, чтобы они рассказали нам свое видение. Но не скрою, они пришли уже чуть-чуть накрученные, дело чуть-чуть политизировалось уже. Вместо того, чтобы сказать какое-то благо, они начали говорить о том, что есть какие-то долги, и эти долги надо закрыть в первую очередь, а потом они будут рассматривать, что там дальше делать. Во-первых, мы здесь все патриоты. Скажите, вот как к нам будут относиться наши друзья из России, если мы испортим такое большое дело? Как к нам будут относиться крестьяне, которые слышат вот эти большие цифры, что мы на 1 гектар тратим миллионы? Они не могут сказать, что дайте нам деньги, мы из этих гектаров сделаем несколько гектаров. Мне кажется, здесь мы потеряли определенные и политические дивиденды, и моральные дивиденды. После этого, чтобы, как говорил Лесик Янкович и некоторые другие, с кем он сюда приходил, говорили, что вас обманули. Эксперты вам дали неправильную оценку. Для того, чтобы не было разночтения, мы выехали на поля. Мы посмотрели все, что делается. Конечно, за один день все невозможно было проехать, и я эти поля не выбирал. Мы поехали по Восточной Абхазии. С раннего утра до 5 вечера, без обеда. Я благодарен всем, кто поехал. Мы делали мониторинг, смотрели состояние этих полей. Состояние этих полей, вы знаете, мне показалось, что сама группа, сам институт и все, кто сопровождал нас, поняли, что действительно выводы комиссии справедливы. Что это, факт. В конце дня, около 5 часов, когда мы уже были в районе Дранды, позвонил известный бизнесмен в Абхазии, вы его все знаете, Ника Ачба, и попросил, чтобы мы заехали всей комиссией на его территорию, на его поля. Институт отказался ехать туда. Мы были вознаграждены, мы увидели поля. Я изучал сельское хозяйство в Франции, в Германии, но я был счастлив, что у нас в Абхазии есть такие работники, есть такие поля, которые выглядят
и исполнены не хуже, чем во Франции и в Германии. А я должен вам сказать, что эти поля, эта работа стоит почти в 2 раза дешевле, чем сделали мы, государственники. И я не хочу ни в коем случае критиковать или задевать людей, которые говорили о том, что это спасение Абхазии, это спасение сельского хозяйства, нашего крестьянства, нашего языка. На мой взгляд, здесь не может быть никакого конфликта между правительством и Академией наук. Моя просьба, я говорил с президентом Академии наук, с уважаемым мною очень человеком, моя просьба, для того, чтобы делать такие выводы, нужно проехаться по всем полям и посмотреть. Тогда можно смело выступать и говорить о своих выводах. Второе. Я сам доктор экономических наук. Я понимаю роль науки в любом деле. Я очень хорошо понимаю, что нужен только научный подход. Без научного подхода ни одно дело мы не должны начинать. Здесь никакого конфликта нет и быть не может. Более того, мы разговаривали недавно с этим институтом, с руководителем этого института. У нас есть еще один объект, по которому идет работа сейчас, и мы должны сдать этот объект, это овощехранилище. К сожалению, Академия и институт, обратите на этот объект внимание, я вас прошу. Нет никакого научного подхода. Мы изменили месторасположение этого овощехранилища, и себестоимость объекта увеличилась. Мы заканчиваем объект, и мы не знаем, никто не может мне ответить, ни Министерство сельского хозяйства, ни институт, что мы собираемся хранить в этом овощехранилище. И какой есть научный подход, где технология хранения этих фруктов. Как можно без технологии хранения фруктов приступать к такому дорогостоящему проекту. Но сегодня я как руководитель, человек, который отвечает за эту работу, должен сделать определенный вывод. Я хочу пересмотреть договор. Договор генподряда нужно передать Министерству сельского хозяйства. Заказчиком должен быть Министерство экономики. Вы должны новому генеральному подрядчику передать все материально-технические ценности, которые остались по этому договору. Я обращаюсь в Генпрокуратуру для того, чтобы они проверили этот договор. У меня есть сомнение, что по таблице все соответствует, пускай проверят. Я хочу обратиться к нашему президенту, и здесь присутствует счетная палата, чтобы они провели свою работу. Значит, и я буду обращаться к налоговой инспекции. Знаю, что налоговая инспекция очень тщательно проверяет каждую организацию каждый год. Но в вашей организации они не были последние 3 года. Пускай они все проверят. Кто хочет из числа наших экспертов, из института, из академии, чтобы вы сказали то, что хотели сказать. Из увиденного, значит, там много хорошего, я прямо так скажу, из увиденного. Я как специалист и как человек науки, который всю жизнь только в науке работаю, то, что делалось и делается, и вот вы сами это отметили, во всех странах, там, где вот ведется закладка и так далее, это под пристальным вниманием науки. То, что вот было поручено институту сельского хозяйства, я считаю, что там известные ученые работают. Этот институт
международного масштаба. Это институт с большими традициями. Этот институт, там работают такие ученые, там где преемственность ярко осуществлена. Понимаете? Ну вот все это видно. Я что хочу сказать. Сейчас главная задача, вот вы совершенно правильно сказали, надо спасти эти плантации. С начала года нету денег, я так вот знаю. Раз денег нету, малыша не воспитаешь, не дашь, значит, корм, он погибнет. А эти растения, особенно на первый год посадки, особый уход нужен. Ну, уход не получилось из-за того, что отсутствуют деньги. Это я вот, ну, я так информировал, я так знаю, правильно? И поэтому я совершенно, вы правильно отмечаете, его надо спасти, надо помочь. Надо помочь. А сказать, что там все эти деньги ушли в песок, ну, Беслан Игоревич, вы очень опытный руководитель. Ну как? Есть там же на что посмотреть. По крайней мере, пока мы что обошли, и кроме нас, я насколько знаю, и крупный специалист из Краснодара, Россия тоже так денег запросто не давали. Значит, проверки осуществлялись. В 2013 году закончилось финансирование этого проекта. В мае этого года выделенные деньги, 30 миллионов рублей российской стороной, было выделено для того, чтобы не было социального взрыва, чтобы люди получили хоть какую-то зарплату. Вы знаете, что закончились эти деньги, и вы в 2014 году закладываете снова почти до 500 гектаров земли. Это коммерчески неправильно. К концу 2013 года закончились эти деньги. Зачем же вы приступили? Еще 500 с лишним гектаров земли заложили. Да, я знаю ваш аргумент. Кто мог мне сказать, больше у вас денег не будет. 144 миллиона на уход, смета утвержденной, которая была. И с января месяца ни рубля, что не поступало на уход. Почему вот это все оборвалось? Кто мог мне сказать? Вот же Министерство сельского хозяйства здесь, они сидят, заказчики. Разве у нас не было разговора, что финансирование будет? Почему до 100 миллионов у нас долг оказался? Люди верили, работали, чтобы не загубить то, что мы сделали. Если бы мы ничего не делали бы, сегодня вообще не то, что тот участок не показывали. 1000 гектаров вообще не было бы. Если в течение 2 месяца, до конца августа, если мы не примем меры, то, что есть в течение месяца тот человек, который в огород не заходит, он знает, что может с ними произойти. Понимаете? Ведь была программа, был генподрядчик, мы исполнители были, у нас договор до 2015 года. Мы должны были до 2015 года довести его, потом возвратить им на это. Так было ведь все построено. Мы сделали выводы. Если вы с этими выводами не согласны, можете дать свое опровержение. Но мне кажется, по-другому мы работу построить не сможем. Мы 2 месяца уже ходим вокруг да около и никуда не сдвинулись. Давайте отдадим это людям, которые продолжат эту работу. Нет вопроса. Да. Нет, Все договорились. Очень хорошо. Очень хорошо. Кто-нибудь не согласен с выводами комиссии и с выводами нашей сегодняшней встречи? У кого-то есть какие-то возражения? Я хочу генпрокурору при вас, представителю Генеральной прокуратуры, при вас отдать мое обращение.